Хәерле кич. Бик яхшы минутта җыелдык. Без җыелдык безнең ураза башлана, ифтар ае, шулай бит инде. Вот, шуңар инде менә ифтар башлаудан менә без күбегез белән сөйләшәбез. Менә безнең ифтарның мәгънәсен, уен, фикерен, хисләрен күп кеше аңламай. Да? Шуңар инде менә без бүген чакырдык Ринат хәзрәтне, аны булды инде беренче тапкыр бездә, аны бик сез именно яшьләргә бик яхшы иттереп ул аңлата бөтен тәртипләрне. Менә шуңар сез бүген сораулар булса, сорагыз менә, сорагыз. Нәрсә ул, ничек, берәр нинди ислам турында сораулар булса, значит, менә сорагыз инде. У нас все-таки происламская организация, да, мы все 26 лет пропагандируем, и вот у нас было недавно, значит, сбор центрального района автономии общественных организаций в городе Владимире. Вот этот вопрос тоже я там поднимал, потому что многие выступали, вот у нас впереди ифтар, как-то что-то вот. Многие не проводят вот эту работу перед ифтаром о разъяснительной работе, какие мысли должны быть, с чем, значит, этот ифтар начинать. Но мы очень, значит, результаты нашей работы в том, что каждый год, вот именно наша молодежь, после наших бесед, после наших, значит, пропаганды, после наших ифтаров начинает держать пост. Да? Мы проводим периодически акции «Первый намаз». Вот, мы объясняем, как намаз начинать, как что это начинать, справимся, не справимся, вот эти тонкости. Тогда, значит, сезгә сүз бирәбез, догадан башлайык или ничек. Некоторые историки упоминают, что один из факторов того, что татары сумели сохраниться, это как раз то, что они были мусульмане. И религия ислам с их обрядами, с его системой во многом способствовала тому, что татарский народ он сумел сохраниться. И сейчас мы будем говорить относительно того, что такое пост-Рамадан. Но здесь важно вначале, прежде чем мы начнем говорить относительно пост-Рамадан, понять, почему мы держим пост. Кто будет держать пост-Рамадан? Мне первый вопрос. Это хороший показатель. Вот мы родились, пришли в этот мир, едим, пьем, добиваемся карьерного роста какого-то, а потом раз и в никуда. И все на этом закончилось. Все здесь просто оставили. Нет. Мы верим, что что-то будет. Что есть Творец этого мира, что само по себе с пустого места вот так вот из ниоткуда ничего не образовалось, не появилось. И верим также, что мы не уйдем в никуда, что будет какое-то продолжение. А это будет или рай, или ад. И здесь вопрос. Вот брат сказал то, что аят в Коране. Что значит аят в Коране? Это значит, что это приказал кто? Всевышний. Аллах Та'аля. А вот здесь очень важно понять, что значит Аллах Та'аля нам приказал. Вот здесь очень важный момент. Что значит нам приказал Аллах Та'аля? Для того, чтобы понять это, необходимо понять, кто такой Аллах. И как мы его воспринимаем, как мы его видим. Что является высшей ценностью в наше время? Свобода. Свобода, да? Что значит свобода? У Стивена Кови, если не ошибаюсь, вот эта формулировка «я свободный человек», он говорил, очень часто, в большинстве случаев это используется в значении «я никому ничем не обязан». Я сам по себе. Не трогайте меня. Да? Интересный посыл, но на самом деле это имеет место. Я сам по себе, меня не трогайте, я свободный человек. Хотя фраза в основе, если правильно использовать, очень хорошая. Свободный человек, но в то же время он даже не понимает, как он следует тем навязанным идеологиям, выдуманные людьми. Раб брендов, раб той системы, которая ему установила, система карьерного роста, там, это много можно обсуждать. Но кто такой наш Творец? Почему мы его должны слушаться? Если я иду по улице, вы идете по улице, представьте себе, и какой-нибудь дядя Вася, тетя Маша говорит: сынок, дочка, сбегай в магазин, принеси мне кефира. Как вы скажете? Как реакция будет? 500 рублей. Хороший вариант. Ну, немного взял. Хорошо. А если ваши папа, мама, которых вы очень любите, которые вас вырастили, вложились в вас, если они, например, заболел кто-то из них, и попросит, скажет: сынок, доченька, принеси кефира мне. Конечно. Как вы отнесете? Другое, почему? Ну, а вы в первом случае там будет просто... Человек на улице, который... Я принесу. Вот не принесете. В зависимости от того, кто попросит, как попросит, правильно? И зависит, но скажите, просьба этого человека и просьба вашей мамы на одном уровне будет? Конечно. Нет. Почему? Потому что ваша мама или ваша папа, ваша бабушка, дедушка занимают в вашей системе ценностей немножко другой уровень. Так же?
Я поэтому не просто так спросил, что является ценностью в наше время. Если в древние времена высшей ценностью для человека был Бог. Мусульмане, иудеи, христиане. Разные представления о Боге было. Но, тем не менее, высшей ценностью был Бог. Об этом можно обсуждать будет потом. Но в наше время представление о Боге у нас очень своеобразное. Какое представление о Боге? Кино смотрим? В виде старичка могут изображать так же. Изображают в виде старика? Да. В комедийных фильмах. Да. Как бы ты ни говорил, что Бог всесильный, если ты много будешь смотреть этих фильмов, у тебя соответствующее отношение будет воспитываться. Анекдоты о Боге рассказывают. Ширк сразу. Принижение. Да. Принижение на уровень творения. Что анекдоты начинают рассказывать, что происходит? Статус понижает. Вы позволите анекдоты про своих родителей рассказывать? Не позволите, правильно же? Это что, вы в насмешище, моих родителей в насмешище превратили? Посмешищем сделали? Не позволите. Но про Бога допускается. Понимаете, это книжки, анекдоты, рассказы. А сатана как изображается? Что вот сейчас придет сатана, весь мир захватит, да? Но горстка отважных людей, ну кино же, противостоит сатане и не позволяет ему захватить мир. А Бог где? Он не контролирует ситуацию? В аду всем правит сатана? Или Бог? Всем правит. А сатана только в качестве испытания. На самом деле, наше мышление, наше взято во многом из той информационной, скажем так, пространства, в котором мы находимся. Очень важно понять, кто тот, кто приказал нам держать пост. Какой он? У нас есть описание в Коране Аллаха. Много описаний Аллаха в Коране. Но есть один аят. Аят, которым Аллах Та'аля описывает себя. Что за аят? Кто знает? Это величайший аят в Коране. Аят Аль-Курси. Правильно, аят Аль-Курси. Как Аллах Та'аля описывает себя? Аллах Та'аля говорит: Аллаху ля иляха илля хуа. Аллах, ля иляха. Нету никого, илях кто такой? Божество. Божество. Тот, кого обожествляет. То есть тот, кого обожествляет, тот, к кому относится как к Богу. Ля иляха илля хуа. Нет никого, кто заслуживал бы обожествления, кроме как Он. Вот вопрос, что значит за обожествление? Как вы это себе представляете? Поклонение кому-то. Поклонение. Что такое поклонение? Такой интересный вопрос. Признание. Уделение. Признание, уделение, возвеличивание. Когда ты возвеличиваешь, когда ты принижаешься, когда ты покоряешься, смирение определенное проявляешь. То есть Он приказал тебе держать пост, ты пост держишь. Приказал молитву совершать, ты выполняешь молитву. Давайте так, когда происходит, скажем так, вот по отношению, если кто-то ваших родителей оскорблять начинает, вас это задевает? А если вашего Творца оскорбляют? Тоже. Понимаете? Если Бог говорит, это является запретным, а люди говорят, а другой говорит, нет, это является дозволенным. Я скажу, вот этот человек мне сказал, что дозволено, хотя и Бог сказал, что нельзя. Кому я поклоняюсь? Тому человеку, в этом случае будет поклонение тому человеку, который сказал, что это дозволено. Я сказал, он же мне разрешил, все, я буду за ним следовать, несмотря на то, что Бог запретил. Это поклонение, это проявление покорности, смирения, признания. Так вот, Аллах Та'аля говорит, это очень глубокое значение. Аллах Та'аля говорит, Аллах, ля иляха илля хуа, Аллах. Аллах, то есть это Бог-творец. Нет, никто не заслуживает обожествления, поклонения, отношения к Нему как к Богу, кроме как Он. Почему? На каком основании именно Он заслуживает обожествления, отношения как к Богу? Аль-Хайю, Аль-Кайюм. Потому что Он абсолютно живой, совершенная жизнь. Аль-Кайюм. Аль-Кайюм, что значит живой? Такие же, как мы, живые. Абсолютная жизнь значит жизнь, которая вечная. То есть что значит? Он был всегда. Мы имеем начало. И мы когда-то умрем. Наши души покинут наши тела. Бог, Он не имеет начала и не будет ему никогда конца. Его жизнь абсолютно, совершенно в полном смысле этого слова. Аль-Кайюм. Аль-Кайюм означает, иногда переводят вседержатель. На самом деле, более правильно сказать, это тот, который существует сам по себе, независимо ни от кого.
Аль-Каюм, тот, который существует сам по себе, независимо ни от кого, и также все вокруг в мире зависит от него. Все, что происходит в мире, происходит с его соизволения. Сознание человеческому это сложно понять. Но давайте задумаемся. Иногда с одной атеисткой разговаривал, она говорит, понимаете, говорит, древние люди раньше, они не могли объяснить те процессы, которые происходят вокруг нас. Естественные, биологические, физические процессы. А так как наука продвинулась в наше время, мы можем это объяснить. Я знаю, как это происходит. У меня просто один вопрос. И не может описать процесс, как это происходит. Кто вложил, кто создал сами эти процессы? Ты описываешь их, как это происходит. Но кто изначально вложил эти свойства? Что как развивается ребенок в утробе матери, ты можешь это описать, те процессы. Как клетка работает, как кровь, какую функцию выполняет. Но кто вложил в человека все эти функции? Кто создал эти законы? То есть, если я подниму ложку, брошу ее, то она упадет на землю. Кто создал эти законы, эти принципы? И ведь так называемая настройка, она очень тонкая. Она очень точная настройка. Если мы взглянемся в наши клетки, это целая вселенная. Всего этого является Творец, Аллах Та'аля. И Он контролирует все, что Он сотворил. Аль-Каюм, это значение Каюм. То есть тот, который сотворит все, что существует, зависит от Него, но в то же время Он существует сам по себе. Ни в ком, ни в чем не нуждается. Ля та'хузуху синатум валя наум. Его не охватывает ни дремота, ни сон. Не охватывает ни дремота, ни сон. Из полноты Его величия, могущества. Ляху ма фис самавати ва ма фил ард. Ему принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле. Вопрос, что это дает значение? Все, что на небесах, и все, что на земле. Величие, могущество. Ну, я такой, для сравнения. Представьте, сейчас зайдет сюда Сулейман Керимов. Знаем Сулеймана Керимова? Олигарх. Алишер Усманов. Или какой-нибудь эмиратовский принц. И скажет, все. Так, кто мне подскажет, например, кто меня сопроводит сегодня до Кремля и покажет мне центр Москвы, экскурсию сделает? А брат, как зовут? Наиль. Наиль. Вот Наиль нас вызовется и поедет его проводить. И потом, удачи, да, возможно, показал ему Москву, он тебе говорит, все, Наиль, дай мне адрес, я тебе отблагодарю. На следующий день Наилю приходит что? Звонок в дверь, курьер. Наиль, вам от принца эмиратского короля, или от Усманова, или же Сулеймана Керима, вот этот тортик. За 1000 рублей. Че, как будешь? Как, Наиль, среагируешь? О, Рахмет. Все так среагируют? А как ты, брат? Как зовут брат? Меня? Да. Салим. Салим, как ты среагируешь на такой подарок? Торт за 1000 рублей? Да, от принца эмиратовского. И все? И все, вот именно. Слушай, я ожидал, ты мне там BMW будет какая-нибудь ставить, квартиру какую-нибудь. Ну, да, чуть-чуть, там, да, что-то ожидал. статусу не соответствует. Кого-то как золотой слиток он должен принести хотя бы. Что-то такое более серьезное, более весомое. Ты на дорогую машину рассчитывал, как минимум, или на квартиру в Москве. А тут какой-то тортик за 1000 рублей. Да, или на личный номер. А если сосед тебе подарит тортик за то, что ты ему... О, я соседа возвеличиваю. О, какой Тортик хороший это сосед. нормально. Тортик это нормально для соседа. Почему? Разный уровень, разный статус, разные ожидания. Вот то же самое, когда мы слышим, что Аллах является тем, который, что ему принадлежит все, что на небесах и все, что на земле, ты, соответственно, понимаешь, насколько великим может быть вознаграждение того, кто является властелином всего, что на земле и все, что на небесах. Это не царь, не олигарх, который сегодня он есть, завтра его нет, которого в любой момент могут сместить. Он может умереть, может потерять все, что есть. Нет, это тот, который был всегда, который будет всегда, который безграничная власть над всем. Вот он тот, кто приказал тебе. И тот, кто обещал тебя вознаградить за то, что ты будешь пост держать. Какое вознаграждение ты можешь ожидать? Это первый момент. И с другой стороны, насколько великим может быть наказание от того, кто является властелином небес и земли. Две вещи. Насколько великим может быть воздаяние от властелина небес и земли. И насколько великим может быть наказание от властелина небес и земли, если человек его ослушается. Кто тот, Аллах Та'аля говорит, сумеет заступиться перед ним, перед Аллахом, кроме как с его соизволения? Кто посмеет заступиться перед Аллахом, кроме как с его соизволения? Кто?
Вопрос риторический. Никто не посмеет заступиться перед Аллахом, кроме как с его соизволения. «Я'ляму ма байна айдихим». Аллах Та'аля знает ма байна айдихим ва ма хальфахум. Он знает то, что было раньше. И знает, что будет в будущем. Я вам добавлю. Знание Аллаха, оно абсолютное. Он знает, что мы сейчас делаем, что было раньше, что будет в будущем. И знает, что если бы мы не пришли сюда, а остались бы дома, чем бы мы ни занимались бы? Абсолютное знание, ничем не ограниченное. «Валя юхитуна бишейн мин ильмихи». А вы же, люди, не охватываете творение ничего из его знаний, илля бима ша, кроме как то, что он пожелает, чтобы вы об этом знали. На самом деле, разум человеческий не в состоянии это в полной мере охватить, осознать. Что-то такое не верит, что-то такое далекое. Давайте просто нашему сознанию в этих рамках мы не привыкли думать. Но это ничего нет того, что было бы невозможно. Просто мы не привыкли это осознавать, не привыкли об этом задумываться, не привыкли размышлять. Мы привыкли вот видеть только то, что можем взять, почувствовать, пощупать. «Валя юхитуна бишейн мин ильмихи». И они не охватывают из его знаний, «илля бима ша», кроме как то, что он пожелает. «Васиа курсиюху самавати валь ард». Его трон охватывает небеса и землю. То есть величие трона, то есть он больше. «Валя яудуху хифзухума». Его никоим образом не утруждает сохранение небес, земли и всего этого. Что значит не утруждает? Легко для него. То есть нету такого, чтобы он на 7-й день отдыхал. Для него изначально это не представляет. По причине того, что Бог, Он абсолютен. Он обладатель абсолютных качеств, абсолютное знание, абсолютная мудрость, абсолютная власть, абсолютное могущество. И его это управлять всем этим мирозданием никоим образом никак не утруждает. Ваху аля-али аля-азим. И он является аля-али. Аля-али, то есть высочайший. Он превыше всего. В плане своей сущности, в плане своих повелений, в плане своих качеств. Нету никого подобного ему. Аля-азим. Он является великим. То есть великим, самым великим, величайшим является. Это описание нашего Господа, краткое. Тот, который является Творцом всего сущего, абсолютного обладателя абсолютного качества, качеств, атрибутов. То есть Он совершенен. И Он тот, кто приказал нам держать пост в месяц Рамадан. Вот это пост. Аллах Та'аля в другом аяте говорит: «Я айюхаллазина аману». О, те, которые уверовали. Что значит уверовали? Уверовали, что у них есть Творец, тот, кто их сотворил. Уверовали, что этот Творец отправил кого? Посланников, пророков. Кто был последний посланник? Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. А первый? Адам. Говорят, ислам самая молодая религия. Нет, ислам это основа. Все пророки были мусульманами. Просто шариаты разные. Разные шариаты, своды законов, времена менялись, своды были разные. К разным народам разные пророки отправлялись. Но всех их отправил Бог, Творец этих пророков. Пророк это тот человек, кому Аллах внушает отправляет ангелов, чтобы они передали людям через этих пророков волю Бога, волю Творца. И Аллах Та'аля обращается к нам и говорит: о, те, которые уверовали, если вы мусульмане, если вы уверовали в это, кутиба, знаете, что кутиба алейкумус сиям, был предписан вам пост в обязанность. Кяма кутиба аляллазина мин кабликум, так же, как он был предписан тем, кто были раньше. Какова главная цель? Ла'аллякум таттакун, для того, чтобы вы были богобоязненны. Буквально это означает богобоязненность. Это, знаете, что значит богобоязненность? Как понять богобоязненность? Трепет перед Аллахом. Трепет. Так, мне плоды нужны этого. Да, немножко расширение. Абсолютно согласен. Следование закону. Следование, предписание. А арабское слово таква берется от слова кая. Означает защита. То есть, иными словами, если буквально переводить совсем, перевод богобоязненность очень правильный перевод. Означает для того, чтобы взяли защиту. Взять защиту от чего? От наказания вашего Творца, которому Он вас может подвергнуть, если вы не справитесь с тем экзаменом, который длиной в жизнь, да? Которому вы подвергаетесь в этой жизни. Вы вернетесь к своему Творцу, будете спрошены о том, как вы прожили эту жизнь. Помнили вы о своем Создателе, или же о Его повелениях, или же забыли о них? Следовали вы за своими желаниями, или же поставили свои желания в те рамки, которые установил для вас ваш Творец? То есть уикая означает защита. Защита от наказания Аллаха возможна только лишь следуя Его предписаниям, Его повелениям и оставляя то, что Он запретил.
Почему же богобоязненность это переводится? Потому что если человек боится своего Бога, что он делает? Если ты чего-то боишься, ты ищешь его довольство, расположение его ищешь. Если ты знаешь, что он что-то любит, ты, соответственно, выполняешь то, что он любит, делаешь то, что он любит, тем самым приближаешься к нему. Если ты знаешь, что что-то его гневит, соответственно, ты это оставляешь. Так вот, суть от поста в месяц Рамадан является задача главная. Это не просто, чтобы люди страдали, воздерживаясь от еды, питья и других прелестей жизни, а то, чтобы человек именно в первую очередь проявил свою покорность перед Творцом, выполняя то, что он приказал. И простой такой пример. У нас запрещается держать пост за один день до начала месяца Рамадан. Также. И также праздничный день, Ураза Байрам, запрещается держать тоже пост. Разграничение также. И желательным является после того, как человек утром, в праздничный день, первое, с чего начать, это покушать хотя бы несколько фиников. В чем смысл? Чтобы ощутить награду после месяца, когда ты не кушал. Ну, ночью же он покушал нормально. Как будто бы значение: Аллах, из покорности тебе я на протяжении месяца воздерживался от еды и питья. И также из покорности перед тобой я что делаю? Я вот сейчас разговляюсь. Я так же, как ты мне приказал воздерживаться от еды и питья, я также покоряюсь тебе в том, чтобы сейчас есть и пить, когда праздничный день, потому что праздничный день запрещается пост держать. Суть не просто, скажем, что ты не ешь, не пьешь. Суть, мы проявляем покорность перед нашим Творцом, перед тем, кто сотворил нас, наших предков, перед тем, кто сотворил этот мир, и перед кем мы предстанем после нашей смерти для того, чтобы отвечать за то, как мы прожили нашу жизнь. Важно здесь понять, пост это не просто традиция наших предков, это не просто традиция нашего народа, это традиция, которая имеет более глубокие основы. А это то, что наши народы начали притворять. Появилась эта традиция в нашем народе именно на основе божественного откровения. Что когда-то наши предки, когда дошло до них Коран, дошел до них призыв исламский, они оставили язычество, на котором они были, и покорились Творцу Всего Сущего, Господу миров, и стали выполнять те повеления, которые на них возложил их Творец. Теперь надо посмотреть, являемся ли мы достойными преемниками, последователями наших предков. Нижегородские татары здесь есть? Что-то мало, нижгаров раньше больше было. Есть монумент в Нижегородской области, поставлен имамом, муллом. В 1938 году были расстреляны 40 имамов. Последние, кто оставались в Нижегородской области, в деревнях, они были расстреляны. Причем у всех у них, если историю почитать, был выбор, чтобы избежать этого. То есть репрессии шли они последовательно на протяжении довольно долгого времени. Но в 1938 году точку поставили, всех 40 человек оставшихся, кто остался, собрали и к стенке поставили. Они могли этого избежать? Запросто. Можно было просто перестать своей деятельностью заниматься. То есть получается, они пожертвовали собой? Так же получается. Не просто так им там памятник поставили. Каждый год проходят церемонии, в газетах об этих мероприятиях пишут, что люди собираются, ездят. Вот я, например, в Сурги, туда люди приезжают, в Сурги в том числе, для того, чтобы как-то дань памяти, почтение этим имамам дать. А теперь вопрос. Они для этого умерли? Для того, чтобы им памятник поставили, для того, чтобы у них... Они этого хотели, когда жизнь свою отдали на этом пути? Вряд ли они думали о том, что им поставили. Вряд ли им это не нужно было. А в чем суть-то была? Им важно было сохранение религии среди их соплеменников. Они жертвовали собой, осознанно шли на этот род деятельности, несмотря на те опасности, несмотря на то, что уже тех, кто был до них огромное количество репрессированы были, они держались до последнего, именно чтобы сохранить для нас нашу религию. Не просто в виде обычных каких-то традиций неосознанных, а именно чтобы немножко на более глубоком уровне понимания и практики наша религия была сохранена в наших сердцах. Потому что они понимали, что от того, насколько будет сохранена наша религия, это не просто традиция, это религия Господа миров. И отсюда зависит наша вечность. Как мы предстанем перед нашим Творцом.